Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели 18-летней девушки в результате падения с 24-го этажа одного из казанских домов. Ком за комом, разные обстоятельства. И вот так получилось. И наезде на автоинспектора в самом центре Казани. Сразу не встал, подумали, что не так уж там все и легко. Водитель Hyundai проехал на запрещающий жест регулировщика и сбил сотрудника ГИБДД. А также 100 лет на переднем краю борьбы с преступностью. Все равно замечаешь на улице, что происходит, то, что и преступность, и хулиганство происходит постоянно. Патрульно-постовая служба готовится отметить вековой юбилей. Это и не только. Прямо сейчас. 18-летняя девушка упала с 24-го этажа одного из домов на улице Вербная в Казани. Трагедия произошла в 7 часов вечера. Очевидцев падения было много. Те, кто не видел, выбежали на улицу посмотреть, что случилось. Грохот был слышен во всем доме. Перед тем, как рухнуть на асфальт, она задела козырек подъезда, облицовка которого разлетелась вдребезги. Шансов выжить у девушки не было ни единого. 19 часов 3 минуты и 29 секунд. Камера видеонаблюдения перед подъездом зафиксировала точное время гибели девушки. Потом полицейские установят, упала она с самой высоты балкона подъезда на 24 этаже. Вьетнамка по национальности, гражданка России, рассказывают ее друзья. Жила в соседнем доме, но в этом часто бывало. На 13 этаже живет ее подруга. Ком за комом, разные обстоятельства. И вот так получилось. Ее друзья рассказали, накануне трагедии она поссорилась со всеми, кем могла, и сама об этом рассказывала. Поссорилась со всеми друзьями, с родителями. Она говорила, у нее биполярка. Да, что какие-то физики у нее были в голове, то весело, то грустно. Местные жители говорят, это уже третья смерть в результате падения с высоты в этом дворе за короткое время. Здесь сколько лет тому назад девушка тоже упала на скамейку. За парня там поругалась. А зимой тоже еще вот здесь прыгнул с этого дома. Такой случай постоянно. Сейчас по факту гибели девушки проводится проверка. Следователям предстоит выяснить все детали и причины трагедии. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, «Вызов-112». Автоинспектор получил серьезные травмы в результате наезда на него Hyundai Getz в самом центре Казани, на перекрестке улиц Пушкина и Островского. Водитель иномарки проигнорировал требования регулировщика о запрете движения, выехал на перекресток и сбил сотрудника ГИБДД. Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали. Как вскоре стало ясно, за рулем Hyundai сидел 22-летний молодой человек. У него не было полиса ОСАГО, а сам автомобиль не был зарегистрирован. Мы, если честно, на том кафе были, на 38, от звука бегали сюда. Удар, рассказывают очевидцы, был очень сильный. Все как один утверждают, движение было перекрыто со всех сторон. Автоинспектор стоял в центре перекрестка. Водитель иномарки требования о запрете движения проигнорировал. Ну там без разницы светофор, не светофор, регулировщик. Все машины стояли, да? Да. Мы ехали в экскурсионном автобусе и, получается, встали на светофоре. И услышали, что в автобусе все закричали, и увидели, что мужчина лежит. И красная машина стояла, и молодой человек рядом с ней ходил. Сразу не встал, подумали, что не так уж там все и легко. Первую помощь до приезда медиков пострадавшему коллеге бросились оказывать автоинспекторы, несущие службу рядом. Ехало еще больше машин, и там где-то я слышал скорую, как раз и скорая. Все отцепили. Пострадавшего автоинспектора срочно госпитализировали и прооперировали. По предварительным данным, он получил травму ноги и головы и сейчас находится в сознании. Быстро стало понятно, что за руль этого автомобиля 22-летний водитель садиться права не имел. У него нет полиса ОСАГО, а сама машина не зарегистрирована. В настоящее время возбуждено административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Иван Сарафанов, Игорь Романов, «Вызов-112». Вскоре в 170 метрах от этого происшествия на перекрестке улиц Салимжанова и Татарстан столкнулись каршеринговый Volkswagen Polo и мотоцикл Honda. Скорую помощь вызвали для 2 человек – пассажирки легковушки и водителя байка. Я просто смотрю, у меня мотоцикл этот красный.
Удар пришелся в правую переднюю дверь «Фольксвагена». Град осколков полетел на сидевшую девушку. Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели ее на месте и решили, что в госпитализации пассажирка каршеринга не нуждается. Ссадины, сказали в травмпункт съездить лучше завтра и взять попить воды сейчас, наверное. Не потребовалась госпитализация и водителю мотоцикла. При ударе он повредил руку, но явного перелома врачи не выявили. Сейчас я после разберемся, поеду в травмпункт. Мужчина рассказывает, двигался по Салимжанова в сторону Правобулачной на Зеленой. Ехал с друзьями, они были чуть впереди. И едва выехал на перекресток с улицы Татарстан, дорогу ему перекрыл «Фольксваген». Вот он резко перед носом появился и все. Я даже тормозить не мог. Просто пустил в сторону нажал и все. Водитель каршеринга своей вины не отрицал. Рассказывает, стоп-линии перед пересечением Салимжанова нет, и поэтому поехал дальше. Признает, что мотоцикл был для него помехой справа, и в любом случае он должен был его пропустить. Я поворачивал, не увидел мотоциклиста, то есть его знакомые первые проехали. Он ехал за ними, получается, оставил расстояние, чтобы проехать. Я его не увидел, и он влетел. Мотоцикл, рассказывает его владелец, после столкновения уже не на ходу. Купил байк за 320 тысяч рублей. На нем он ездит первый сезон. Пока не решил, будет ли второй. Да, здесь капитально все. Я его купил недавно. Ущерб ему должна выплатить страховая компания, а вот водителю каршеринга, вероятно, придется частично оплатить стоимость ремонта автомобиля. Все зависит от условий договора, на основании которого он брал автомобиль в аренду. Сирина Васильева, Игорь Романов, вызов 112. Век на страже порядка. Завтра, 2 сентября, сотрудники патрульно-постовой службы отмечают столетие со дня образования службы. Именно они первыми приезжают на места происшествий, зачастую оказывают первую помощь и раскрывают преступления по горячим следам. В этом году сотрудники ППС раскрыли таких больше 2000. Вы строительный кражи велосипеда? Каждое утро наставления от старших по званию, узнают текущую обстановку и отправляются на охрану порядка. Восстание 31. На остановку ходить. Принял, выдвигайся. И вот уже первый вызов. Возле одного из магазинов на Декабристов обнаружили подозрительную сумку. Место тут же оцепили и вызвали кинологов. Собака обследовала вызвавший опасения предмет, ничего подозрительного не обнаружила. Рамиль Сафин служит в полиции уже четверть века. Говорит, в детстве, когда дядя рассказывал о своей работе, в милиции уже решил, с чем свяжет свою жизнь. До службы в армии я общался со своим дядей, родным братом отца. А он как раз работал в милиции, невестной охраны. Желание служить закону никуда не делось, наоборот, только окрепло. И вот уже четверть века он на страже порядка. Все равно замечаешь на улице, что происходит, то, что и преступность, и хулиганство происходит постоянно, тем более еще в советское время начиналось все. И вот я решил и пошел работать в органы. Приходилось и спасать людей, выносить из полыхающего здания, задерживать подозреваемых по горячим следам, много чего еще, но запоминается мало. Были переданы машины задержания, мы встали на место перехвата, это место перехвата напротив Парка Победы. И получается, на противоположной стороне дороги была замечена машина, схожая по приметам на разыскиваемую. Но тот день в конце апреля минувшего года он запомнил. Тогда передали: 4 в балаклавах возле одного из торговых центров на проспекте Победы открыто похитили у мужчины сумку, в которой находилось больше 3 миллионов рублей. Грабители скрылись в неизвестном направлении. Сменили несколько машин, но удалось вычислить номера автомобиля, на котором они могут передвигаться. Их и передали сотрудникам патрульно-постовой службы. На проспекте Имашева Рамиль Сафин увидел схожий по приметам автомобиль, заблокировал его на перекрестке с улицей Бондаренко и с напарницей задержали подозреваемых. Скажи, что там есть. Патрульно-постовая служба ведет свой отчет со 2 сентября 1923 года. В тот день приказом Центрального административного управления НКВД Москвы была объявлена инструкция постовому милиционеру. Сейчас в рядах татарстанского полка ППС несколько тысяч сотрудников. Говоря об успехах, за 7 месяцев текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы раскрыто 2053 преступления, выявлено 23 451 административное правонарушение. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.